Так, ребята, всем привет! Хочу рассказать вам немножечко сегодня про фильтра. Ну, в общем-то, мы купили на пробу различные фильтра для автомобилей. Сейчас мы вот начали заниматься заменами масел. Вот, пришла бочка у нас Moly Green премиум. Вот, и она у нас потихонечку уже идет. Цена очень хорошая, 1000 рублей всего. Причем для премиум класса, которое масло содержит ПАУ присадки, где-то 50% там паушных присадок, это очень хорошее премиальное масло. Вот. Для Якутии, я считаю, такое масло на ПАУ надо заливать, потому что оно более стойкое к морозам, ну и оно более качественное. Вот. Также немножко есть различия по фильтрам. Вот из фильтров мы используем, конечно, различные фильтра, в основном бюджетного класса, потому что, ну, чтобы цена была замены масла чуть-чуть более-менее приемлемая, что ли. Вот. Есть дорогостоящие у нас также фильтра. Но вот эти фильтра вот у нас они более дорогого сегмента. Но мы их тоже используем как бы так на замену масла. Сейчас я немножко на пробу купил другие. Вот предпочтение отдаю вот этим фильтрам. Это у нас фильтра Nitto марка. Также есть еще покачественнее фильтра. Вот. Сейчас уже появились на рынке вот такие вот фильтра марка Махли. Это немецкая технология. Ну, производство все, конечно, в Китае. Но я сейчас немножко покажу, чем они отличаются, эти фильтра. Вот. Nitto сам по себе очень хорошо себя зарекомендовал. Вот это профессиональное уже использование, можно сказать, для автомобилей. Но с другой стороны, переплачивать там за что-то, да, можно и не переплачивать, потому что если вы гоняете на масле не больше 5000 километров, можно ставить разные фильтра, без разницы, можно дешевый поставить. Но если вы катаетесь по 7000 километров, там по 8 перекатывать, ну, я вообще не советую так делать. Даже гибридный автомобиль надо всегда масло менять на 5000 километров. Все, больше перекатывать нельзя. Масло уже чернеет на 5000. Я не знаю, от чего это как бы зависит. Ну, в принципе, зависит это понятно от чего. От степени закоксованности вашего двигателя, от бензина, который нам заливают на заправочных станциях, от присадок, те, которые присадки горят, вот, от того же самого смазочного материала, то есть от самого масла, как оно моет, как оно, ну, короче, много чего зависит. Есть масла, которые просто гореть начинают. Вот. Зависит также от режимов работы двигателя, кто как ездит. Кто-то там топает там по 120, по 160 по трассам ездит. Это тоже перегревает масло постоянно. Масло вот такое, оно будет гореть. Вот. Либо ездит наоборот, тошнит по двигателю, ну, чисто по городу. Езда, тошниловка такая. И в принципе оно не успевает даже на гибриде прогреться масло, и оно тоже как бы для этого, ну, ничего хорошего вообще нету в такой езде. Вот. То есть надо ездить размеренно, нормально. И в принципе хорошие качественные фильтра использовать, конечно, советую всем. Ну, у кого нету таких возможностей, тому по карману. Вот. Также хорошие масла главное использовать, качественные масла. Ну, из масел тут либо, если Honda, то это либо оригиналы хондовские надо заливать, либо надо заливать что-то типа вот Moly Green. Moly Green хорошо себе зарекомендовала масло, очень даже. Вот. Ну и также вот картриджи приусовские, они тоже, оказывается, есть разные. Вот есть вот такие вот. В принципе, вот эта вот марка Avantech, она очень даже неплохие фильтра, но они такого среднего сегмента, да, фильтра. По нему видно, он такой плотненький, нормальный, нету тут никаких там клея там или что-то такого. Вот он хороший фильтр, в принципе, качественно сделан. Но оказывается, есть еще и круче фильтра. То есть у них стоимость, конечно, поболя будет, но фильтра сами по качеству вот вышли покруче. Вот фирма Махли. Этот фильтр на порядок дороже. У нас он тоже будет чуть-чуть подороже. И кто хочет качества, мы такие фильтра можем ставить, в принципе. Вот.
чуть-чуть он там на 100 рублей где-то он дороже. Но зато у него, смотрите, уже вот такое пластиковое основание есть. И сама вот это вот еще плотнее. То есть еще лучше сделано. Видно прям по нему, по качеству, что он четко выполнен. Вот такие фильтра я купил пока на пробу. Ну как бы Махли. Будем их тоже использовать, скорее всего. Ну, тут я уже буду клиенту предлагать. То есть, что хотите, по качественнее или вот по бюджетнее. Можно по бюджетнее поставить. Но если хотите перекатывать масло там, то лучше заливать, лучше вот такой ставить. Кто таксисты там, кто более-менее там масло пореже меняет, тому надо хорошие фильтра ставить. Разница есть. Вот. Ну вот как-то так. Есть бюджетные фильтра. В принципе, они тоже не совсем бюджетные. Они вот среднего сегмента. Есть еще бюджетные фильтра. Они копейки стоят там совсем. Но они по качеству сразу видно, что Китай галимый. Вот ливкаровский хорошие фильтра. Тоже вроде бы как неплохо себя зарекомендовали. Тоже их очень хвалят. Ну и в принципе вот такой продукцией мы будем и пользоваться. Вот, Ливкар, Никта и Махли. А там посмотрим. Если будут хорошо покупать Махли, мы будем его использовать. Ну я его, конечно, советую. Хороший фильтр. Также хочу поговорить вот про новую химию. Это у нас SL. Промывочка системы охлаждения. Можно заливать эту штуку на радиатор. Мы тоже такой промывкой заниматься будем. Вот. У кого забитые радиаторы. Ну, это не грозит автомобилям, таким как Honda новых. У нас, в принципе, сегмент автомобилей, которые к нам приезжают на обслуживание, это более новые автомобили от 14 годов. Вот. Эти машины, в принципе, не страдают забитостью печек. Они новенькие, эти автомобили. Ну, для профилактики иногда можно промыть вот этой штучкой. Почему? Потому что, ну, она вымоет всякие отложения. И ваш радиатор будет еще ходить и ходить. Иногда профилактика автомобилю просто необходима. То есть проще предотвратить проблему, чем потом с ней бороться с запущенным случаем. Это, как можно сказать, здоровье у человека. Все то же самое. Вот. Мы, как автосервис, мы по сути доктора. Мы просто наша задача на ранней стадии выявить проблему и решить ее. Вот. Чтобы не затягивать. А также вот хочу посоветовать промывки. Иногда надо промывать масляную систему. Вот есть такая автохимия, как восстановитель компрессии 109. Даже если у вас автомобиль новый, я советую очень сильно промывать 109 раз хотя бы в 5 замен масел. Просто она заливается на старое масло. Автомобиль гоняется минут 40 на вот этой штуке. И в принципе все сливается потом. Это все отмывает всякие отложения, закоксованности и все такое. А потом можно залить свежее масло и ездить дальше. И так раз в 5 замен, так сказать, немножко взбодрить свой двигатель вот этой штукой очень даже полезно. Вот. У нас она тоже присутствует. Ну и также хочу рассказать вот про такую вот. Она у нас уже работает. Много автомобилей мы их обработали. Это особенно визелям помогает. Вот эта штука 2086 с системой топливной форсунки TFSI, вот эти вот, которые высокого давления, GDI форсунки. Вот, они очень быстро коксуются, на них налет образует. Ну и как бы в камере сгорания тоже грязи очень много. Вот эта штука, она моет топливную магистраль от бензобака до, можно сказать, камеры сгорания. Все очищает и очень хорошо помогает эта штука. Вот. Короче, компания SL выпускает чудесную автохимию. Это китайская, можно сказать, химическая компания, которая создает все эти присадки, работает над этой химией. Да, она чуть дешевле получилась. Химия китайская намного дешевле. Почему как бы? Но она конкурентна BG. Конечно, BG была лучше химия, это однозначно, но я считаю, что это все-таки, как сказать-то, ну, подспорье такое, да, то есть BG-шку она, можно сказать, заменила.
И по цене очень сильно подвинуло. То есть цена этого всего намного дешевле, чем BG, а работает почти так же самое. Ну, чуть может похуже. Вот. Ну и тут еще неизвестно, что хуже, что лучше. Еще пока она новая, поэтому, ну как бы, главное, что она работает, функцию свою выполняет, и все нормально. Вот. Ну а так, что хотел сказать. Про интервалы замен масел Хонды немножко поговорить хотел. Очень многие как бы не понимают, когда менять масло в роботе. Где-то пишут 20 тысяч, где-то пишут 30 тысяч, где-то... Ну, давайте подумаем. Вот просто тупо. Что такое робот? Робот это механика, по сути. Это те же самые шестеренки, что в механике. Во сколько в механике меняется масло? Ну, я думаю, раз в 30 тысяч это нормальный интервал замены масла. 20-30 тысяч. Ну, в сервисах пишут 20 тысяч. Я думаю, что можно побольше походить. 30 тысяч это нормально. Машинки приезжали к нам на 30 тысячах, масло еще было красное. Оно не было чернючим прям. Вот. И были тачки, которые по 60 тысяч километров проходили, и у них только тогда черное масло образовалось. Вот. Ну, в принципе, масло лучше поменять почаще, это ни для кого хуже не будет. Вот. Заливать в Хонду надо только оригинальное масло, только АТФ ДВ1, только его. Никакое другое масло туда лить не надо. Аналоги все это все не работает с Хондой. То есть Хондари, он любит свои жидкостя. Вот. Также, конечно, по идее, в Хонде можно заливать, ну и в двигатель хондовские масла. Но они очень как бы по цене сейчас дороговастые выходят. И я считаю, замена этому маслу либо TCL, либо Moly Green, тот же самый. Он заменит эти масла. Вот. Что еще можно рассказать? Про интервал замены масла в двигателе я сказал, это каждые 5000 километров. Жидкость тормозную в цеплении надо менять раз в 2 года, либо ну, пробег тот же самый вместе с коробкой. Масло меняете раз в 30 тысяч, поменяли жидкость тормозную. Вот. Ну как бы так. Что еще? Свечки меняются по интервалу где-то примерно 100 тысяч километров. Ну чуть можно, если оригинал из завода, они могут и 150 отходить. И, ну там уже пойдет жор получается. Неоригинальные свечки, которые продаются в магазинах уже под оригинальные типа, вот, они уже столько ходить, конечно, не будут по 100 тысяч. Я думаю, интервал их не 50 тысяч километров. Это и Denso, это и NGK, и все вот эти вот именитые названия, они уже по качеству все равно не будут как заводские. Вот. Потом, что еще? Фильтра не забывать надо менять, воздушные, каждую замену масла. А иногда даже у нас Якутия, у нас здесь очень пыльно. Летом я бы менял бы каждые 2500 километров воздушный фильтр. Либо его продувал бы раз в 2500 километров. Там, вытащил, продул его и все. Вот. Что еще можно рассказать? Интервал замены батарей приусов это примерно 180 тысяч километров. Вот. От завода выпустили Prius, 180 тысяч отходил, все. По идее, там уже надо ставить новую батарейку. Вот. Мы как бы тоже можем новые батареи абсолютно на заказ привозить. Прямо заполеченные, с коробками, все под заказ. То есть я такие батарейки держать не буду, потому что спроса на них особого нет. У людей нет денег вот, покупать такие батарейки. В основном это контракт, восстановление. Чуть-чуть поддержание емкости и все. Больше никто ни на что не гораст. Вот. Ну а что еще можно сказать по сути? По жидкости тормозной меняется каждые 2 года. Ну, 2-3 года можно ездить на жидкости тормозной. Будь то гибрид, будь то не гибрид, без разницы. В блоке АБС, будь добр, раз в 3 года поменяй тормозную жидкость. И заливать надо что-то покачественнее. Вот. У нас тормозные жидкости очень хорошего качества. Это равинол. Они до минус 60 градусов у нас рассчитаны. Их замораживали, испытывали, нормально себя ведут. И я считаю, ТСЛ хорошая жидкость на самом деле. Вот она у нас всю зиму, мы ее практикуем. Все хорошо. Мы с Максом уже столько машин, можно сказать, поменяли жидкость, прокачку полностью всей тормозной системы делаем. От нуля. Бачки моем,
тормозную жидкость полностью по магистрали прогоняем, у нас уходит 2 литра вот такой жидкости. 2 банки вот такой жидкости у нас уходит, чтобы нормально помыть систему. Вот. Поэтому как бы и ценники такие. Расходников уходит очень много. Вот. При замене масла мы тоже всегда помоем, всегда как бы фильтр выкрутим, всегда там все промывается у нас специальным карп-клинером. Карп-клинеры всегда покупаю, поэтому как бы у нас все чистенько, все аккуратненько при замене масла происходит. Чего не будут вам делать на станции замены масла. Там все по-быстрому это происходит, раз, все на потоке, где-то не докрутили, где-то не подтянули, выпустили автомобиль, и он уезжает. Все, у нас это все проверяется. Сначала масло, как бы мы как делаем, масло старое слили, фильтры открутили, все полностью, машину под угол ставим, она у нас все сливается до капельки, опять ее домкратим, промываем место, где фильтр у нас закручивается полностью карп-клинером, прогоняем еще 200 грамм масла по системе, заливаю 200 грамм в горловину, не закручивая пробки, она у нас прогоняется, все это черное масло оттуда выходит, потом мы закручиваем фильтр новый и заливаем только тогда свежее масло. Вот так вот это должно делаться. Качественная замена масла только так происходит, а не так, что быстро слил, не долил, залил свежее масло на старое и все, как бы катаешься. Вот. Много нюансов на самом деле, которые мы соблюдать пытаемся, более-менее качество своих услуг пытаемся сделать лучше. Конечно, это все бьет по карману, потому что тот же самый карп-клинер купить надо, тряпочки всякие, все это вот расходные материалы, их очень много уходит. Ну и как бы соответственно и ценник стараюсь держать чуть-чуть, чтобы более-менее мне хватало и людям было нормально, качественно. Вот, как бы так. Что еще можно рассказать? Батарейки у нас всегда есть в наличии. Вот, всякие вот у нас 2 контрактные пачки батарей приусовские, качественные, проверенные. Все, можно сейчас хоть одну из этих пачек воткнуть в приус любой, он поедет и будет ездить без проблем, без всяких. Вот. Ну и так вот, в принципе, сейчас у нас намечается раскоксовочка на неделе. В субботу мы будем загонять Prius 30. Будет классный контент. Ну все. Всем был рад как бы немножко объяснить про замену масла, про фильтра сегодня, про масла. Вот. Ну и как бы всем добра. Ставьте жирный лайк, подписывайтесь на наш канал. Смотрите, дальше будет как бы больше контента по гибрид-центру. Все, всем пока. Fantastic car, sir. Care for a test drive now? Всем, кто слышит меня.